Здравствуйте. В эфире «Актуальное интервью», в студии Евгений Боженко. Насколько эффективно Якутия распоряжается своим имуществом, каково оно и во сколько оценивается? Об этом сегодня мы будем говорить с Евгенией Григорьевой, министром имущественных и земельных отношений Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Каким, собственно говоря, объемом имущества владеет Республика? Ну, по сути говоря, это традиционный вопрос на наших встречах. На сегодня объем государственного имущества составляет в натуральном выражении где-то около 160 миллиардов рублей. И состоит он из не только имущества казны, но и государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, пакетов акций. Если говорить количественно, то это где-то порядка 5000 объектов казны, более 9000 земельных участков. В отношении же государственных учреждений, несмотря на то, что мы проводим работу по сокращению количества государственных учреждений, на сегодня их все равно у нас составляет около 510 государственных учреждений, 14 государственных унитарных предприятий. Здесь надо отметить то, что мы в прошлом году провели акционирование двух государственных унитарных предприятий, это ГУП ФПК Туймада и ГУП Бичик. Бичик уже акционерное общество, ФПК Туймада завершает свои регистрационные мероприятия. По пакетам акционерных обществ у нас порядка 56 пакетов акций, и доля, вот именно те акционерные общества, в которых доля государства составляет более 50%, это 35 акционерных обществ. Ну, стоимость, она определяется по номинальной стоимости. Напомню, что в отношении же, например, компании «Алроса», акции, которые котируются на бирже, на сегодня капитализация составила, вот в том выражении, вот наша доля составляет где-то порядка тоже 165 миллиардов рублей. Насколько эффективно управляется имуществом? Вы управляете имуществом, то есть какие мероприятия в этой сфере, в этом направлении проводятся? Ну, эффективность, конечно же, она определяется разными способами. С точки зрения именно бюджетной эффективности, в отношении тех доходов, которые идут от управления государственной собственностью, надо отметить то, что 2016-2017 год он был показательным. В том плане, то, что мы получили, ну, можно сказать, рекордный объем неналоговых доходов в республику. В основном же, конечно, от дивидендов компании «Алроса». Но вместе с тем все равно доля тех предприятий, деятельность которых убыточна, она, к сожалению, в республике увеличивается. И этот процесс у нас происходит с 2015 года. То есть по результатам 2015 года, по результатам 2016 года, по результатам 2017 года мы ожидаем, что эта доля будет уже больше 30%. То есть в прошлом году она была больше 23%. Поэтому в декабре 2017 года было принято распоряжение правительства республики именно об утверждении комплексного плана по обеспечению финансовой стабильности предприятий именно государственного сектора. И этот комплексный план, он подразумевает и предусматривает именно тот ряд мероприятий, который должен быть направлен на оздоровление наших предприятий. Это именно предприятия сферы сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ. Земельные отношения тоже входят в сферу вашей компетенции. Расскажите, пожалуйста, о том, как реализуется закон о дальневосточном гектаре. Он сейчас вступает в третью фазу. Да, значит, третий этап закона о дальневосточном гектаре у нас начался в феврале. Нужно отметить, что республика, она все так же является одним из активных субъектов на территории Дальнего Востока. И только вот в рамках третьего этапа у нас поступило где-то порядка 7800 заявлений. Напомню, что мы занимаем вторую позицию. Это именно вторую позицию на Дальнем Востоке. Это именно жители нашей республики. Всего поступило где-то порядка 19,5 тысяч заявлений. Это вот именно начиная с первого этапа реализации закона. На третьем этапе, вот чем он отличался от предыдущих этапов, заявления могли подавать граждане, которые проживают уже из-за пределов республики, из-за пределов именно граждане Российской Федерации. На сегодня у нас таких заявлений только 249. Поэтому однозначно активность наблюдается именно со стороны жителей республики. И 19,5 тысяч – это жители республики? Да, да. А какие меры предпринимаются для поддержки предпринимателей вот, в имущественном плане? Ну да, это действительно очень важная тема. Вот сегодня только было совещание у Евгения Алексеевича в отношении именно рассмотрения мер по поддержке конкуренции.
И в этом плане у нас принят ряд нормативных правовых актов, которые предусматривают имущественную поддержку, льготную имущественную поддержку именно субъектов малого и среднего бизнеса. У нас утвержден перечень тех объектов, которые предоставляют, из этого перечня предоставляются объекты уже с льготной стоимостью аренды. Ну, с учетом того, что в основном, конечно, государственное имущество используется для реализации государственных функций, то количество этого именно государственной собственности составляет порядка 32. В целом, в среднем стоимость арендной платы в месяц составляет где-то порядка 90 рублей за квадратный метр. Это в целом по республике, да? Да, это, я имею в виду именно вот из этого перечня тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые осуществляют социально значимые виды деятельности. Перечень социально значимых видов деятельности у нас был утвержден еще постановлением правительства в 2008 году. По сути говоря, по республике попали именно все виды деятельности, за исключением там, вот, кредитных, там, торговли, то есть наоборот, методом исключения. А где больше выделяются объектов? В Якутске или, может быть, в районах государственных? Да, в Якутске. Напомню, что еще помимо вот такой поддержки, как льготная аренда, еще есть такая мера, как малая приватизация. То есть те предприниматели, которые арендуют государственное имущество, имеют право выкупить его тоже также на условиях рассрочки и по рыночной цене. А в других городах как обстоят дела? В других городах республики в основном это муниципальное имущество. Здесь тоже также утверждаются перечни из состава муниципального имущества. И, соответственно, получается вот льготы предоставлять самим муниципальным образованием. А вы же прогнозируете, наверное, доходы от пользования имуществом государственным? Да, конечно. Какие они, каковы? Наше министерство именно администрирует неналоговые доходы, это дивиденды от акционерных обществ и часть чистой прибыли от государственных унитарных предприятий, это доходы от аренды имущества, которое входит в казну, от аренды земельных участков. И мы планируем где-то порядка чуть больше 11 миллиардов по результатам, вернее, вот в этом 2018 году. На днях наблюдательный совет Алроса предварительно одобрил сделку, которая должна будет еще состояться, по покупке 10% акций компании Алроса-Нирба. Вот на ваш взгляд, это прибыльная сделка, выгодная для республики? Да, безусловно, данная сделка, она будет и своевременной, она будет и выгодной для республики с точки зрения оценки стоимости пакета акций, и она будет своевременной. Еще раз повторюсь, да, поскольку, ну вот вы правильно отметили, то, что пока что это только предварительное одобрение этой сделки, одобрение самой сделки еще предстоит в конце апреля, мы ожидаем. Здесь нужно будет четкое понимание позиции и другого крупного акционера компании «Алроса», это Российской Федерации. Так что мы, как говорится, немножко в волнении ожидаем решения этого вопроса. Напомню еще раз, что мы сохраняем блокирующий пакет акций самой большой компании «Алроса». Это 25% плюс 1 акции, это в собственности у республики, и 8% у наших муниципальных образований из так называемой алмазной провинции. Поэтому в любом случае государственный контроль от республики, он сохраняется самой большой компании «Алроса». А сумма озвучивалась уже? Вы можете ее назвать? О какой сумме идет речь? Сколько это будет стоить? Когда акции вносились в уставный капитал республиканской инвестиционной компании «РИК Плюс», стоимость акций составляла 11 миллиардов 999 миллионов рублей. И мы ожидаем, что продажа должна осуществиться по цене не менее, чем эта стоимость. Какие нововведения применяются в области государственного управления в части совершенствования системы органов власти? Да, ну, на сегодня сейчас вся республика знает, что у нас работает Центр управления изменениями. И в рамках организации данного Центра управления изменениями в министерстве был создан ведомственный проектный офис по корпоративному управлению и финансовому мониторингу. Данный проектный офис, он направлен как раз на разработку и внедрение высоких стандартов управления именно с точки зрения корпоративной стороны и реализации вот именно планов финансового мониторинга, связанного с сохранением финансовой стабильности наших предприятий.
Вот мы как раз в рамках данного проектного офиса должны определиться с тем объемом имущества, которое должно остаться в государственной собственности, и тот объем, который может быть направлен на приватизацию. Вот о приватизации вы могли бы поподробнее рассказать, какие объекты планируются к приватизации у вас? Ну, на сегодня у нас, опять же, напомню, что в декабре 2017 года президентом Российской Федерации были утверждены стандарты именно в отношении конкуренции. И в очередной раз было заявлено о том, что государство не должно находиться в тех предприятиях, которые именно могут работать в конкурентных условиях. Поэтому, исходя из этого, и будут формироваться последующие прогнозные планы приватизации. Но здесь надо отметить то, что мы сейчас в том прогнозном плане приватизации, который мы отрабатываем, это вот на 18, 19, 20 годы, мы сохранили у себя, во-первых, это акционирование государственных унитарных предприятий, это и ГУП «Комдрагмет», которому вот внимание сейчас идет большое в части акционирования, продолжение реализация также мероприятий по ГУП ТЦТР и по ГУП «Строитель газификации». Здесь мы как раз формируем именно пакеты тех предприятий, которые будут являться не только инвестиционно привлекательными, но и будут конкурентоспособны на своих рынках. Но и большой объем у нас недвижимости формировался начиная с 2007 года. Это газовые активы, объекты энергетики, которые находились в казне. Все эти годы мы занимались процессом оформления и планируем вносить их в уставные капиталы соответствующих хозяйствующих субъектов. Это и Сахатранснефтегаз, и Якутскэнерго. Ну, напомню, что в отношении Якутскэнерго мы в свое время в результате приватизации сохранили совершенно там незначительную часть, долю, где-то чуть больше 1%. Сейчас же мы вот в результате переговоров также с основным акционером Русгидро планируем вхождение уже обратное государства в размере до 25%. На сегодня проводятся все оценочные процедуры, и мы надеемся, что мы достигнем того уровня в капитале, который мы планируем. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях была Евгения Григорьева, министр имущественных и земельных отношений республики. Мы говорили об управлении государственным имуществом Якутии. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами на Якутия 24.